Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия Лайв». С вами Ирина Ефимова. Близится 23 февраля, День защитника Отечества. И сегодняшний выпуск мы полностью посвятим военным, действующим и будущим. Поговорим о призыве, о контрактной службе, о дедовщине и о многом другом. Сегодня с нами на связи военный комиссар Якутии, полковник Александр Владимирович Авдонин, начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Якутии майор Вадим Владимирович Чекильдин. У нас с ним только звуковая связь, технические проблемы бывают, мы в прямом эфире работаем все-таки. И председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации Комитет солдатских матерей России Мария Егоровна Емельянова. Добрый вечер. Как всегда, задать вопрос гостя программы можно в прямом эфире по телефону студии 8 41 12 42 14 39 или по номеру нашей горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. Александр Владимирович, первый вопрос вам. Расскажите, пожалуйста, как проходила призывная кампания в период пандемии? Да, еще раз здравствуйте, уважаемые телезрители. Призывная кампания 2020 года была, наверное, самой тяжелой в истории всех призывов. То, с чем мы столкнулись, повлияло полностью на весь порядок призыва, который проходил в вооруженных силах. Несмотря на это, все задание было выполнено в полном объеме. Публика справилась с призывом, не допустила массовых заражений. Хотя, как вы знаете, многие у нас весной сборный пункт закрывался на период вспышки, там массовое заболевание было среди призывников. Вот. Но нами совместно с правительством республики были сделаны выводы. Мы достойно вышли из этой ситуации. Был отработан алгоритм проведения призывов в таких тяжелых условиях. По линии Министерства обороны нам были выделены тесты для проведения тестирования призывников. Также подключилась республика в лице Министерства здравоохранения, оперативного штаба республики. По сути, мы проводили двойное тестирование наших призывников с целью исключения повторения этих заболеваний. Этот алгоритм был успешно нами применен в осеннюю призывную кампанию. И надо сказать, что осенью, когда мы призывали наших ребят, у нас практически не было случаев, единицы. В обсерваторе, если мы весной, например, были загружены более 120 человек, мы направляли призывников, то в период осеннего призыва эти цифры были снижены до 25, по-моему, 30 человек. Поэтому мы готовы к призыву, будем также действовать по указанному алгоритму. Большой вклад в эту работу внесло, конечно, Министерство здравоохранения республики. Хочется выразить им большое спасибо. Продолжим работу. Ирина. Спасибо. Вадим Владимирович, сколько якутян призвали в армию по итогам 2020 года? В какие виды и рода войск? Или, может быть, другие регионы России их отправили? Расскажите, пожалуйста, Вадим Владимирович. Слышите меня? Вадим Владимирович, да, слышим вас. Расскажите, пожалуйста, сколько якутян призвали? Я понял вопрос. Расскажите, По итогам пожалуйста. 2020 года было отправлено в армию около 2500 якутян. Мы отправили граждан во все виды вооруженных сил Федерации, в том числе сухопутные войска, воздушно-космические силы, военно-морской флот. Также мы отправили во все самостоятельные рода войск вооруженных сил Российской Федерации. Это воздушно-десантные войска и ракетные войска стратегического назначения. Больше всего граждан было отправлено в сухопутные войска, около 64% от общего количества. В такие рода войск, как мотострелковые войска, ракетные войска, артиллерия, войска противовоздушной обороны. Также мы отправку совершили в специальные войска, а именно разведные воинские части соединения, войска радиационной, химической, биологической защиты, войска связи, радиоэлектронной борьбы, технического обеспечения, инженерные войска и также железнодорожные войска.
Воздушно-космические силы было отправлено около 16% граждан во все рода войск этого вида вооруженных сил, в том числе космические войска, войска противовоздушной и противоракетной обороны, а также военно-воздушные силы. Военно-морской флот мы отправили немного меньше, около 13%, а ВДВ около 7%. И в минимальном количестве было отправлено граждан в ракеты стратегического назначения воинские части Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил России. Порядка 1% граждан. Отправку граждан мы проводили только внутри Восточного военного округа, а именно якутяне были отправлены в Служебную область, Республику Бурятия, Забайкальский, Приморский и Хабаровск. Порядка 30 человек было отправлено служить в силах Тильцы. Екатерина. Да, спасибо. Мария Егоровна у нас тоже со связи пропала, такое случается. Тогда вопрос... на связи, да? Мария Егоровна, вы меня слышите? Мария Егоровна? Нет. Тогда вопрос к Александру Владимировичу. Сколько всего якутян сейчас проходит службу в армии? И есть ли те, кто служит за пределами страны или в горячих точках? Да, Екатерина, в настоящее время мы ведем учет только граждан, которых призываем, служат, я имею в виду в линии военного комиссариата. Ежегодно у нас службу в вооруженных силах проходит порядка 2500–3000 человек, которые были призваны из республики. Вот. Кроме этого количества граждан, есть у нас еще контингент, который проходит службу по контракту, но они уже с другим собеседником поговорили по количеству этих граждан. Их мы поставим на учет только тогда, когда они служат. Екатерина. Спасибо. Вадим Владимирович, а призывник может сам попроситься служить в определенный регион или определенный вид войск? То есть учитывается как-то желание? Во-первых, направление на прохождение службы в тех или иных родах войск зависит от множества факторов. При распределении мы смотрим в первую очередь на что? Это на состояние здоровья призывника, на результаты профессионально-психологического отбора, на образование, на полученную специальность в учебном учреждении, также уровень физической подготовки. Такие сведения, как правило, сконцентрированы в личном деле призывника. Мы их тщательно изучаем и выносим соответствующее решение по результатам изучения, куда будет направлен гражданин для прохождения военной службы. Каждый призывник лично прибывает на распределение, отделение формирования команд, и с ним, соответственно, и проводится в обязательном порядке индивидуальная беседа начальника отделения формирования. Мы всегда учитываем предпочтения призывников, где они хотели бы служить. При условии, если призывник подходит по всем необходимым требованиям для службы в тех или иных родах войск, в частности, по категории годности к военной службе, результатам отбора, если имеется разрядка в ту или иную воинскую часть, при наличии такой возможности мы всегда пойдем на встречу. Зачастую многие призывники подходят с просьбой отдать служить в военно-морской флот, так как считают, что этот вид вооруженных сил является элитным и служить на флоте престижно. Но напротив, некоторые призывники очень боятся, даже сильно паникуют, даже, можно сказать, в агрессию некоторые впадают, когда им становится известно, что они распределены служить в железнодорожные войска. Я на этом хотел бы заострить особое внимание, так как часто при распределении жилвойска возникает с гражданами проблем. Сложилось общее ложное мнение, что железнодорожные войска служить плохо и не престижно. Там носят целыми днями шпалы, рельсы или занимаются отрывком шпальных ящиков. Отчего этот страх возникает у людей? На самом деле это заблуждение и далеко неправильное представление войска. Железнодорожные войска имеют разностороннюю специфику деятельности и играют очень важную роль для поддержания обороноспособности нашего государства. И проходя службу в этих войсках, можно многому полезному научиться и приобрести некоторый опыт, который в дальнейшем в армии можно позже использовать. Например, если служба будет проходить в Омском батальоне, то можно на гражданке работать в железной дороге. Если в морском батальоне, можно устроиться на работу в строительную организацию, которая занимается строительством больших, средних мостов, малых сооружений.
Если служили в батальоне механизации, можно освоить производство работ. И при желании освоить также дорожно-строительную технику, научиться на ней поработать. И это все на сегодняшний день востребовано. Я хочу сказать, чтобы уже о будущем думать, перед тем, как, скажем так, подходить с просьбой о выборе личности. Так что пройти службу уже в войсках, значит получить большую пользу. Я почему с уверенностью об этом говорю, потому что сам проходил службу в этих войсках и обращаясь к будущим призывникам, призываю служить в железнодорожных войсках и бояться. И, к сведению, железнодорожные войска лично курирует заместитель Российской Федерации генерал армии Булгаков Дмитрий Витальевич. Спасибо. Спасибо, Владимир Владимирович. Ну, с нами на связи к нам присоединились люди, чья профессия защищать Родину. Это старший инструктор пункта отбора на военную службу по контракту Восточного военного округа в городе Якутске, прапорщик Алексей Михайлович Колесов. Здравствуйте. И заместитель командира воинской части службы специального контроля Минобороны Российской Федерации подполковник Дмитрий Викторович Лемзин. Здравствуйте. Да, я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и задать вопрос можно прямо сейчас по телефону нашей студии 841 12 42 14 39 или по номеру горячей линии в мессенджере WhatsApp 8 914 273 44 88. То есть, хотя со скайпом у нас проблема, но телефонная линия работает, поэтому можете звонить и задавать свои вопросы. Алексей Михайлович, сколько якутян пошли служить по контракту в 2020 году и куда их направили? За прошедший год, 2020, мы направили около 60 человек, и мужчин, и женщин. В основном мы направляем в Булунский район, Ленский район и за пределы республики. Это по Дальнему Востоку, в основном Сахалинская область, Ульяновский край, Хабаровский край, Приморский край. Спасибо. Дмитрий Викторович, ваша часть с начала 2021 года принимает военнослужащих только по контракту. Вот чем занимается служба специального контроля и почему она находится в Якутии? Я вас понял. Хочу на военную службу по контракту мы специально принимаем служащих, не было воинской части. Значит, служба специального контроля занимается контролем за проведением ядерных испытаний на испытательных полигонах, обеспечением участия Российской Федерации в международном механизме контроля договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Основные задачи службы специального контроля – это контроль политической обстановки и радиационной обстановки на территории всего земного шара. Также на службу возложено участие в проведении геофизического мониторинга на территории нашей страны. Мониторинг мы проводим непрерывно, и данные в Национальный центр управления обороной Российской Федерации. Расположение части именно в Якутии обусловлено техническими возможностями наших специальных средств. Аналогичные части располагаются на территории всей Российской Федерации. Ирина. Да, спасибо. Александр Владимирович, с нами на связи еще? Да, конечно. Александр Владимирович, а когда начнется призывная кампания вот в текущем 2021 году? Как она будет проходить? Ну, пандемия продолжается, и вот сроки начала единые по всей республике или будут отличаться как-то? Да, Екатерина, ну, призывная кампания начинается у нас установленные законом сроки, они никогда не меняются. С 1 апреля мы начинаем весенний призыв в вооруженные силы. Он продлится до 15 июля. И с 1 октября начнется осенний призыв, продлится он до 31 декабря включительно. Значит, ну, как я уже сказал, призыв будет проходить по таким же алгоритмам, как нарабатывали уже в 2020 году. Те мероприятия по соблюдению противоэпидемиологических
этих мероприятий будут у нас соблюдены. Что касается нашей республики, то у нас нет, у нас не все районы одновременно это дело проводят. Северные районы, их насчитывается у нас 14 районов, они проводят призыв не с 1 апреля, а с 1 мая. Ну, это особенностью проживания в этих районах. Поэтому вот эти сроки немного смещены у них. Они проводят призыв на 1 месяц меньше, чем в остальные регионы. Екатерина? Спасибо. Алексей Михайлович, а как пройти отбор, чтобы поступить на военную службу по контракту? И могут ли это сделать те, кто еще не служил? Так, на сегодняшний день у нас взаимодействие с центром занятости, военными отбор. К нам обращаются в плане поступить на военную службу по контракту в любых регионах республики. Отборочные мероприятия не проходят по этапу. Это военная по месту жительства в военкомате. Потом они приезжают в Иркутск, проходят отбор, и окончательно военно-врачебной комиссии выводится категории год. И последний этап – это сдача нормативов по физической подготовке. Но нормативы небольшие, там, если по стилю, получается, у мужчин 15 минут пробежать на скорость 100 метров 14,5 секунд, на 1 минут 20. Спасибо. Дмитрий Викторович, ваша воинская часть узкоспециализирована. Вот как долго обучает человека навыкам работы и обращению со сложной аппаратурой? И оплачивается ли этот период? Да, действительно, деятельность в нашей воинской части узкую направлена. В своем распоряжении мы имеем дорогостоящую, уникальную высокоточную технику, которая позволяет выполнять поставленные задачи. Вновь призванных военнослужащих, вновь призванными военнослужащими мы проводим обучение в течение 2 месяцев работе на этой технике. Но сразу говорю, для работы с такой техникой нужно иметь хорошие знания математики и физики, хотя бы в объеме школьной программы. Через 2 месяца военнослужащие по контракту у нас сдают зачет на самостоятельной работе на данной технике. Весь этот период, который они же военнослужащие, поэтому они получают денежное довольствие, соответственно, занимаемую должность и своим тарифным размером. Спасибо. А Вадим Владимирович на связи еще с нами по телефону ведь, да? Да, на связи, Екатерина. Да, расскажите, пожалуйста, Ирина меня зовут. Расскажите, пожалуйста, какой у Якутии план по призыву на этот год и от чего зависит количество призывников для каждого района? Ирина, на сегодняшний день норма призыва штабом военного округа еще до нас не доведена. По предварительной информации, задание на весенний призыв ставит более 1000 человек. После доведения военным округом нормы призыва мы, в свою очередь, в 7-дневный срок будем разрабатывать норму призыва для военных комиссариатов муниципального образования. Эта норма как рассчитывается? Рассчитывается исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в военном комиссариате муниципального образования. В свою очередь, количество граждан, состоящих на воинском учете, непосредственно зависит от численности мужского населения граждан в возрасте от 18 до 27 лет. Но из этой категории граждан призывного возраста мы вычитаем тех, которые по определенным причинам не могут быть призваны на военную службу. Например, по состоянию здоровья, те, которые имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение преступления, имеют право на отсрочку от призыва по различным основаниям, имеют право на перенос срока призыва, уклонисты так называемые, которые уклоняются от мероприятий призыва и так далее. Таким образом, определяется возможность военного комиссариата муниципального образования призвать на военную службу определенное количество граждан. И вот с учетом этой возможности и плюс дополнительного резерва мы определяем норму призыва для военного комиссариата муниципального образования. Таким образом. Спасибо. И у нас есть звонок. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте, задавайте свой вопрос. Будьте любезны, прошу ответить одного из присутствующих с горвоенкомата. Моя внучка окончила колледж правоохранительные органы. Может ли она поступить по контракту на учебу в вооруженные силы? Спасибо за вопрос. Вот может ли девочка поступить по контракту, девушка, закончившая колледж, я так поняла, поступить на контрактную службу? Алексей Михайлович, наверное, ответит. Да. Мы источник рассматривали, возрастая категория 40 лет, ниже среднего образования. Сейчас идет на Булунский район, специалисты по связи, оператор. Ну и, соответственно, все необходимые отборочные методы, военно-врачебную комиссию, профотбор по физической. По итогам мы сможем смотреть, в принципе, устроиться на работу вполне возможно. Все, спасибо. И вопрос пришел на горячую линию. Какая альтернативная служба имеется в Якутии? Кто нам? Вадим Владимирович нам ответит. Так, ну что касается альтернативной службы, это все делается заблаговременно, да, непосредственно составляется план вот, с вышестоящего органа. Вот, и мы направляем ребят на альтернативную гражданскую службу, если подходит по определенным требованиям. Вот. Но вот последнее время, да, у нас, получается, была разнарядка, это было храмы Подмосковья. Поэтому если гражданин желает пойти на оперативную службу, он должен обратиться непосредственно в военкомат района или Якутска. Соответственно, ему все, уже подробности все объяснят. То есть все-таки какая служба, там уже на месте объяснят, да, получается? Какая именно альтернативная служба? Вышестоящим органом составляется план, обозначаются какие должности, то есть на какие должности может пойти гражданин для прохождения альтернативной службы, допустим, должность санитара, да? Вот. Если его это устраивает, да, что он будет санитаром, вот, потому что не все должности, которые выберет гражданин, имеют, да, вакансии на предприятии. То есть это такой вопрос очень сложный, поэтому нужно индивидуально разговаривать с гражданином, проводить с ним работу. Ну, то есть пока случаев так немного, что каждый можно отработать индивидуально, я так понимаю. Конечно, индивидуально, но вообще, как правило, количество небольшое желающих проходить альтернативную. Ну, то есть это может быть работа санитара, это может быть, там, я не знаю, уборка какая-то помещений, там, что это еще может быть? Совершенно верно. Это в зависимости от того, какие есть вакансии на предприятии. Вакансии предприятий. В определенной организации. Все понятно, спасибо. Дмитрий Викторович, кстати, вот про вакансии. У вас в части какие есть вакансии для кого? У нас в части есть вакансии, уже должности операторов. Это работа с компьютером, с компьютером, с программным математическим обеспечением. В принципе, ничего сложного в этом нет. И плюс у нас должности электриков, дизелей и должности водителей. Предпочтение отдаем водителям с категории D. А для девушек какие-нибудь есть Ирина? вакансии? Для девушек вакансии это вот на должности операторов либо связистов. Понятно, Ирина. спасибо. У нас звонок? У нас звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, слушаю вас, вы в прямом эфире. Алло. Да. Вот я говорю вам, сейчас ему 18, он февральский месяц года рождения. Вот имеет он право забрать, если он и продолжит учиться на, как сказать, театральном училище и поступление его. Ему льготы скидываются или как продолжить ему?
По Так, призыву в армию или в контрактной службе? так, Алло. можете, начало вопроса повторить, потому что мы вас не услышали. Вот у меня внук, ему идти в армию, да, 18 лет. Вот, да. То есть внуку 18 Он- лет, ему он идти в армию. учился в Орле, в театральном училище. А сейчас ему можно продолжить в Якутском продолжении учиться? Можно? Театрально поступить? Или его в армию призовут? Да. Или как ему по контракту служить? Или... Ответьте, пожалуйста. Как поступить нам, дедушкой, бабушкой? То есть он собирается после армии поступать или... Нет, он хочет и работать, или поступать. Как мне поступить ему? Ему учиться то или есть идти в продолжать, армию или идти поступать? Идти в армию Да. по контракту или идти на Да, призыв в армию или по поступать? контракту, или как на основную службу. Да, ну то есть просто вот какой совет могут дать? Да, вот я хочу спросить вас. Алексей Михайлович, может, вы Ирина, расскажете? можно я отвечу, военный комиссар? Александр Владимирович, да, пожалуйста. Да, я немножко вопрос не понял, тоже плохо было слышно. Тут все зависит от того, во-первых, где учится молодой человек. Если у него есть отсрочка по обучению, понятно, что мы его в армию не заберем. Если у него есть желание, то он обращается в военкомат, либо берет академ отпуск и продолжает, вернее, не продолжает, а идет служить либо по контракту, либо по призыву. Тут без разницы, главное, чтобы его желание было. Поэтому, чтобы конкретно ответить на этот вопрос, лучше, чтобы молодой человек подошел в военкомат. Если это город, то в город Якутск. Если это муниципальное образование, то в любой военкомат муниципальное образование, где он проходит учебу сейчас. Там ему подробнее все объяснят на основании документов, чтобы вот понятнее все было. Спасибо большое, Александр Владимирович. А вот смотрите, по Трудовому кодексу за призывником сохраняется рабочее место в госучреждениях. И если человека забирают служить, он может вернуться в трехмесячный срок, вернуться на свою работу. Вот какие еще социальные льготы дает служба по призыву? И сейчас, к сожалению, таких льгот осталось очень мало. Если в законе почитать, там у нас есть такие льготы, как проезд, дополнительный отпуск, это дается по месту службы. Обязательно медицинское страхование всех военнослужащих. Сохранение за военнослужащим жилой площади, то есть если, например, у нас человек уходит в армию, призывник, то никто не имеет права снять его с очереди на получение жилых. Ну, это как бы сейчас не очень практикуется, получение жилья. Но тут лучше поговорить о плюсах, которые дает служба в армии. То есть, наверное, многие знают сейчас, что госслужба, служба в органах МВД, МЧС, других силовых структурах, сейчас вот судебные приставы на это переходят. То есть практически на эту работу сейчас не устроишься, пока в армии. Поэтому советую всем молодым людям, которые стремятся к дальнейшей своей реализации в жизни, службы в армии, все-таки отслужить и уже быть спокойным. Все, спасибо. Ответ понятен, Спасибо. надеюсь. Вадим Владимирович, вы с нами на связи еще? Да, на связи, Ирина, мне слышно? Да, вот вопрос про дедовщину. Еще в 2019 году министр обороны нашей страны Сергей Шойгу заявил, что дедовщины в армии нет, есть только случаи бытового хулиганства. Вот как вы считаете, осталась ли эта проблема после того, как срок службы сократился до 1 года? Ну, для начала напомню, Ирина, что срок прохождения военной службы с весны 2007 года сократили до 1,5 лет, а уже с весны 2008 года до 1 года. То есть был такой плавный переход, не резкий. И я как раз застал этот переходный период, довольно непростой, так как в то время был еще командиром роты. Работал и с двухгодичниками, и с полторашниками, скажем так, и на себе прочувствовал все эти изменения. Вот после того, как военнослужащие, признанные на 2 года, были уволены в запас,
а это было осенью 2008 года, понятие дедовщина в армии исчезло. Нет никаких теперь уже ни слонов, ни духов. И с уверенностью могу сказать, что такого беспредела, который был в 90-е годы, ранее, может быть, в войсках уже нет. Бывает единственное, только вот единичный межличностный конфликт, как и в любом коллективе, так же, как и в школе, в институте, в предприятии и так далее. Что касается иерархии, да, как военнослужащие, отношения между собой по призыву, все равны между собой, но если, допустим, военнослужащий по призыву находится в должности командира отделения, к примеру, тогда личный состав отделения ему подчиняется. Тогда действует принцип единоначалия, начальник подчинен. Что мне забудет? Я хочу отметить, что за последнее время в войсках ужесточился спрос командиров всех степеней. Каждый солдат находится под контролем. И, как правило, если что-то и происходит негативно, находится служебное разбирательство, командиры подразделения, как правило, привлекаются или дисциплинарно, или к уголовной ответственности. Что еще хочу сказать, что после проведения реформы в армии условия службы значительно улучшились. Во многих воинских частях, скажем так, сейчас имеют место быть личные условия. Например, значительно улучшилось питание. Можно выбирать определенное блюдо. Существует кубриковая система в некоторых подразделениях. То бишь военнослужащие могут проживать не по 100, по 150 человек в одном спальном расположении, а по 4-6 человек. В вечернее время можно сходить в продуктовый магазин, кому необходимо. Для этого назначается старший из числа военнослужащих. Распорядок дня предусматривает сон час, то есть после обеденного времени, как в детском садике. Раньше таких условий для бойцов не было. Так что хочу обратиться к родителям будущих призывников. Не бойтесь и, пожалуйста, не препятствуйте вашим сыновьям исполнять свой воинский долг. Это им необходимо. Это и характер изменится, и взгляды изменятся, потому что, приходя в армию, гражданин, он начинает общаться, встречаться какими-то со сложными ситуациями, и таким образом он учится и руководить, если он исполняет обязанности командира отделения, и вообще в коллективе выстраивать свои отношения. Это в будущем ему пригодится. Когда он на работу устроится, общаться в коллективе, может быть, назначен на руководящую должность у себя на предприятии, в организации. Только одни плюсы службы в армии. И, конечно, обидно, немножко и даже неприятно, когда вот мы проводим оповещение граждан, когда сотрудники военкомата прибывают домой вручать повестки, и родители с агрессией встречают сотрудников военкомата, препятствуют вручать повестку. И даже у нас были такие негативные случаи, скажем так, побои сотрудников, вот, с соответствующими вытекающими последствиями. Поэтому родители, пожалуйста, пересмотрите свои взгляды, кто не желает, их ваши сыновья проходили службу в армии. Страшно абсолютно ничего нет сейчас в войсках. Спасибо. То есть мы с дедовщины перешли на, оказывается, проблему, когда на сотрудников военкомата нападают. Ну, контрактники, наверное, не страдают от дедовщины, я думаю. Там у вас, да, Алексей Михайлович? Так, здесь, получается, молодой человек устраивается на работу. У него есть распорядок дня с 9 до 6 рабочих дней. Одной суббота половина дня, парк хозяйственный. То есть, что касаемо работы, ну, так, что дедовщина и так далее, такого нет. А социальные гарантии есть какие-то специальные? Ну, например, прибыл, ну, жилье там обеспечивается? Полный, в первую очередь обеспечивается служебным жильем. Каждый воинский имеет свой фонд служебного жилья. Если таковые отсутствуют, хватает там жилья, то могут они снимать под наем жилья. На сегодняшний день до 30 тысяч рублей будут компенсировать за счет государства за то, что он снимает квартиру. Но отпуск стандартно каждый год на у члена семьи. Продовольственное обеспечение, вещевое имущество, это полностью. Ну и, соответственно, когда человек проходит у нас отбор,
все государство ему ВПД. За счет этого он приобретает билет, место прохождения. Ну и, соответственно, большой бонус есть военная ипотека, то есть может себе приобрести все в любой территории, в любой точке. И квартиру можно себе оставить по исключению. Необходимо входить в службу в течение 20 лет календаря, а льготном исчислении в зависимости от того, он будет ходить. Если взять Сахалинскую область, край, считается как год-два. Все, спасибо большое, Алексей Михайлович. У Дмитрия Викторовича даже не спрашивать не буду ни про какую дедовщину. Уверена просто, что там все нормально. И вопрос теперь такой всем, да? Вопрос теперь такой всем спикерам: как вы будете отмечать День защитников Отечества? Ну, в вашей части, там у вас вот. Давайте с вас, Дмитрий Викторович, начнем. Ну, значит, сейчас складываются ограничения с пандемией. В преддверии Дня защитника Отечества, значит, мои подчиненные проводили мероприятия в школе, где находится наша областная часть, ну, с целью как бы привития патриотических чувств у выпускников техникума. Также наши военнослужащие участвовали в спортивных мероприятиях, еще раз повторюсь, в этом году с ограничениями по минимальному. На территории части, я имею в виду, внутри части мероприятия, это, соответственно, естественно, торжественное построение, торжественное собрание, определение грамот, почетных наград, каких-то благодарностей наиболее отличающимся военнослужащим. В принципе, все. Еще раз повторяю, с этой пандемией как бы у нас немножко ограничения вкладывают. Ирина. Да, спасибо. Александр Владимирович, а у вас вот, у сотрудников военкомата есть какие-то особые традиции, там, встречи Дня защитников Отечества? Да, Ирина, особых традиций нету. Все этот праздник привыкли встречать, как говорится, каждый в своем узком кругу. Мы тоже как бы раньше собирались, да, и отмечали коллективно все это дело, но в связи с условиями пандемии тоже решили отказаться от этого мероприятия. Коллеги забыли сказать такую фразу крылатую: если отдых, то активный, если праздник, то спортивный. В воинских частях у нас, конечно, предусмотрены и спортивные мероприятия, и беседы, проведения. Конечно, дадут нашим солдатам отдохнуть, провести этот праздничный день. Ирина. Ну что ж, спасибо. Время эфира подходит к концу. Я от себя поздравляю всех защитников Отечества с наступающим праздником и, конечно, наших гостей Александра, Вадима, Алексея и Дмитрия. Мужчины, вы наша гордость. Желаю, чтобы отвага, сила и бодрость всегда вам помогали и в работе, и в жизни. Спасибо всем за участие. Спасибо. Следите за нашими анонсами. Следующая неделя будет короткая, но за будние дни мы успеем показать вам интересные выпуски нашей программы. До встречи в эфире.